как соединить вот эти ограничительные меры, в которых мы вынуждены жить, меры государственной поддержки. Второе. И вот этот договор власти и общества по решению, преодолению пандемии – это ключевая задача, с которой сегодня мы столкнемся. Ответы на эти вопросы сегодня искали эксперты клуба «Волга». На сентябрь прошлого года в Татарстане пришелся пик безработицы. Тогда на бирже труда состояли почти 80 тысяч человек. Больше всего пандемия ударила по малому и среднему бизнесу и выпускникам, которые не успели найти работу. Раньше было с 18 до 20 лет, сегодня с 18 до 25 лет государство в течение года студентам, выпускникам техникумов и выпускникам вузов, высших учебных заведений, год осуществляет поддержку. Если они не нашли, значит, во время как раз этого периода себе работу. Как отмечают эксперты, пока нет предпосылок для введения в стране очередного локдауна, а значит, на рынке труда сохранится стабильность. Не ожидал бы локдауна, несмотря на что, повторюсь, третья волна тяжелее предыдущих двух. Такой политической готовности к федеральному локдауну я пока не наблюдаю, наоборот, есть колебания, то ужесточение мер, то отмена QR-кодов внезапная. То есть для локдауна нужно какое-то общее консолидированное решение, признаков которого я не вижу. Сейчас в Татарстане около 20 тысяч безработных. В республике много крупных промышленных предприятий. Они не останавливали свою работу, им оказывается господдержка, они развиваются и обеспечивают занятость в смежных отраслях и в подрядных организациях. Яркий пример – Нижнекамский район. Здесь безработица менее 1%. У нас очень серьезная подушка безопасности в части, мы крупный промышленный центр и разноотраслевой. Поэтому у нас в этой связи больше устойчивый, чем, наверное, у других территорий. Участники встречи отметили, чтобы окончательно стабилизировать экономику, нужно победить коронавирус, а для этого нужна вакцинация и коллективный иммунитет. Мы должны выйти там на 80, на 90, на коллективный иммунитет, и тогда мы начинаем жить в другой экономике, в другом мире, который не требует уже тех экстренных, чрезвычайных мер, которые сегодня требует от нас общество. Либо, повторяю, мы будем постоянно искать решения, когда нужно будет спасать, что называется, экономику, спасать гражданина, спасать каждую конкретную семью. Эксперты подытоживают, пандемия ставит перед обществом много вопросов, и нужно учиться оперативно на них реагировать и принимать управленческие решения. К примеру, в России уже был принят закон об удаленной работе. Он определил правила для работодателей и работников и установил меры социальной защиты для тех, кто работает на удаленке. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.